Численность занятого населения в отраслях экономики, основные показатели образования, число зарегистрированных преступлений, количество предприятий и организаций по формам собственности, объем промышленной продукции лесхоза в Абхазии. Все это и многое другое можно узнать из статистического сборника «Абхазия в цифрах», который издается с 2004 года. Он подготавливается Госкомитетом по статистике на основе данных, полученных от предприятий, организаций, населения путем сбора статистической отчетности, выборочных обследований и других форм статистического наблюдения. Также в нем использованы данные, представленные министерствами и управлениями республики и Нацбанком. Формат статистического журнала за 2019 год изменен, увеличен объем до 20,5 печатных листов, да и само оформление журнала отличается от предыдущих изданий. Внесли изменения, скажем, в обложку, формат оформления. Он более креативно выглядит. Значит, и не всегда было понятно, где книга издана. «Абхазия в цифрах», всегда она только на русском языке. Мы тут добавили эмблему и оформили его еще на абхазском языке. Имеется здесь также предисловие на русском и на абхазском языках. Статистический сборник «Абхазия в цифрах» состоит из 19 разделов. Это предприятия и организации, ВВП, промышленность, торговля, финансы и кредит, транспорт и другие. В сборник за 2019 год внесен ряд изменений. Выделен в отдельный раздел статистики курорты и туризм. Внешнеэкономическая деятельность представлена расширенной группировкой товарной номенклатуры с выделением отдельных товаров. Впервые в 16 раздел включены показатели Нацбанка, данные по операциям карт АПРА, и были внесены соответствующие коррективы и таблицы по доходам и расходам. Помимо этого, Госкомстат приступил к кодированию индивидуальных предпринимателей. С 2019 года, 2018 года мы приступили к созданию единого регистра для индивидуальных предпринимателей. ИГРИП называется. До этого у нас только было ИГРПО. То есть для предприятий и организаций. А сейчас мы уже создаем вторую базу для индивидуальных предпринимателей. И раздел, который касается предприятий и организаций, мы дополнили разделом, связанным с количеством индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Госкомитете по статистике по направлениям экономическим, по видам деятельности. В Госкомитете по статистике с сожалением отмечают, что не все данные в полном объеме отображены в сборнике. И на это есть причины. К примеру, в вопросе о деятельности индивидуальных предпринимателей Госстат не может получить отчеты об их финансово-хозяйственной деятельности. На сегодняшний день мы в статистику не можем включить количество работающих, скажем, в бизнесе, индивидуальном бизнесе. Мы не можем сказать, какие объемы у них выпуска продукции или услуг, работ. Это ведь все включается в ВВП. Вы представляете, какие объемы не попадают в ВВП. И еще хотелось бы сказать о сельскохозяйственном учете. Там тоже имеются большие резервы для того, чтобы мы пополнили статистику. Но у нас с 2022 года будет новая закладка по хозяйственных книг. А то, что у нас до этого велась, она никогда не обрабатывалась. Но с этого года мы уже завершили программу обработки по хозяйственных книг. То есть сельскохозяйственный сектор, он у нас будет пополнять все остальные показатели. Объемы, там, то, что касается растениеводства, животноводства, тоже имущества, количество работающих. Кроме того, Камагоги отмечает необходимость внесения изменений в действующий закон статистической деятельности. Имеются пункты, связанные с изменением. Это то, что касается обязательства учета, статистического учета со стороны индивидуальных предпринимателей, вопросы, касаемые ведомственной статистики и так далее, и так далее. Но пока еще до парламента наши проекты не дошли. Вот мы ждем. Вопросы, касаемые еще дисциплины и так далее. То есть без этих пунктов сказать, что у нас статистика беспроблемно работает, я не могу сегодня это сказать. Статистический сборник «Абхазия в цифрах» издается раз в год на основании собранных данных в течение всего года. Сборник предназначен для высшего управленческого персонала, руководителей и работников предприятий и организаций, профессорско-преподавательского состава, студентов и других заинтересованных пользователей. Алика Трапшильдар Дамиров, Абхазское телевидение.